Я выпускница 1972 года. 52 года прошло, как мы окончили школу. У нас был большой класс. Тогда вообще классы все большие были. Бывали годы, когда в нашем классе было 44 ученика, и в журнале не хватало места, чтобы всех записать, потому что 42 только там было, 42 линеечки. Замечательные были у нас учителя. Мы начинали учиться в школе старой, деревянной, там, где сейчас администрация и исполком района расположены. Там он назывался Перекоп. Деревянная, старая, престарая школа. Я туда пришла в 4 класс в 1965 году. Замечательные были наши учителя. Классным руководителем в начальной школе у нас была Нина Кузьминична Борисова, а с 5 класса нас взяла Назия Газизовна Каримуллина. В начальной школе у Нины Кузьминичны отличалась она тем, что у всех детей был каллиграфический почерк. И вот сразу можно было узнать и следующее поколение детей, которые она учила, что это дети из начальных классов Нины Кузьминичны. Назия Газизовна нам привела любовь к математике. Она говорила: если мальчик не знает математику, то он из него не получится мужчины. И наши все ребята старались, и девчонки старались, конечно, мы учились очень хорошо. Вот интересно, что в нашем выпуске не было ни одного медалиста, а ребята поступили и в Ленинграде в высшее учебное заведение, и в Москве, и военное училище поступили многие ребята. Поэтому огромная благодарность школе еще и еще раз за те знания, за то воспитание, которое мы получили. В начальной школе, когда мы учились, у нас директором был Иван Михайлович Рогожин, участник войны, очень-очень мощный, серьезный, такой вообще жесткий и в то же время очень справедливый директор. А затем директором стала Зоя Петровна Степанова, преподаватель литературы. Тоже моя любимая учительница. Благодаря ей я поступила на журналистику, потому что очень любила литературу, русский язык. И так сложилась у меня судьба очень хорошо. Мы вместе отмечали 150-летие школы в 2019 году. Вот за эти 5 лет произошло, знаете, несколько таких горьких событий. Зоя Петровна не стала, нашего бывшего директора, не стала Нина Кузьминична. И от нас ушла и Назия Газизовна, наш классный руководитель. Вот очень-очень мы переживали из-за этого. Урнар Джанната Булсан, пусть души их на небесах радуются, глядя на то, как мы сегодня общаемся, собираемся и вспоминаем о них, и вспоминаем свои замечательные, прекрасные годы детства и юности. Мы со своим выпуском не расстаемся. Вот, встретившись 5 лет назад, мы создали группу в WhatsApp, постоянно друг друга поздравляем с днями рождения, со всеми праздниками, договариваемся о встречах. 2 года назад, вот в 22 году, было 50 лет, как мы закончили школу. И мы собрались в Кукмаре, очень были рады друг другу. Вообще вот эти связи, которые возникают между детьми в школе, в младшей школе, в средней школе, я думаю, что это очень прочные связи на всю жизнь. Это дружба, это взаимная поддержка, это умение радоваться успехам друг друга и быть вместе. Нашу любимую школу, лицей сегодня имени Атласа Минхайровича Булатова, моего папы, который 17 лет почти проработал руководителем района и вложил огромный вклад в то, чтобы наш Кукмарский район развивался, заложил такой прочный фундамент для его дальнейшего развития. С благодарностью ко всем учителям, то, что они чтят так память о нашем отце, с огромной благодарностью руководству района. И Сергею Дмитриевичу спасибо огромное. Он уделяет очень большое внимание и нашей школе, и в целом системе образования, потому что это очень-очень важно. Ведь будущее нашего района куется здесь, в наших школах.